Маршвол, Роман, всем добрый день, добрый вечер, доброго времени суток. Мы продолжаем цикл наших передач о членах, участниках, активистах Чеченской демократической партии. Сегодня гостем передачи будет Роман Музи. Роман является у нас экспертом по вопросам Конституции Чеченской Республики. Эксперт, скажем так, в наших рядах по сравнению со всеми остальными, это уж точно. Я сразу перейду, наверное, первому вопросу. Давай поговорим о нашей Конституции, нашей Конституции 1992 года, и объясним людям, этого не понимающим и не знающим, что, насколько это важный документ, насколько это важный наш государственный документ. Ну, вообще, для того, чтобы ответить на этот вопрос, если о важности документа говорить, то нужно сказать, что такое Конституция конкретно. Вот если просто перевести с французского, да, это строение, структура вообще организма, ну, в частности, государственного организма. И вот Конституция определяет основы общественного строя и государственного устройства. И в связи с этим вот эта система государственных органов, да, вот как она будет, значит, распределяться, какие права и обязанности у граждан этого государства, и, значит, распределение значит, сил между правительством. Правительство делится на три части у нас, как и во всем мире вообще. Существует правительство, власти. Но правительство – это исполнительная власть, кабинет министров обычно бывает во всех государствах, так и у нас будет. Это законодательная власть, которая в сущности контролирует и перед которой отчетность ведут исполнительная власть, в смысле кабинет министров, и судебная власть, которая отдельно, и она в сущности, они, вот тут вопросы были иногда такие, что будет ли у нас автономная судебная власть и так далее. Абсолютно автономная не может быть ни Конституционный суд, он независим, да, он автономен в сущности потому, что он не зависит от влияния определенных кругов, ни парламента, ни исполнительной власти, кабинета министров, ни президента, если есть такой институт. Пока он у нас существует, такой институт президентский. Но Конституционный суд сам по себе, ну, конституционный, любой суд сам по себе, он независим от влияния. Он должен исполнять законы, Конституцию. Вот эта вот Конституция, она и есть высший закон государства, в сущности, которая распределяет вот эти силы, вот это законы, права и обязанности населения, граждан этой страны, распределение вот этих вот, значит, сил и условий, при каких, как выбирается, как утверждается власти, как распределяется между ними обязанности и что они собой представляют вообще. Вот насчет автономии я хотел все-таки развернуто. Вот эта вот автономия, она теоретически есть и практически независимо. Но существует отчетность. Вот избранники народа – это парламент. Этот парламент, значит, выдвигают там президентский институт, выдвигает, да, кандидатуры. И в парламенте могут любой парламентарий выдвинуть кандидатуру на исполнительную власть и на, в смысле, кабинет министров, любого министра и так далее.
вплоть до премьер-министра. И вот этот парламент, он утверждает эти кандидатуры. Они представляются там кем-то и потом утверждают там, где-то там опровергают, критикуют или там наоборот хвалят. И вследствие этого утверждается кандидатура. Точно так же утверждаются кандидатуры и в судебную власть. В смысле, высшие судебные власти. Там существует Конституционный суд, Верховный суд. Ну, может быть, потом у нас будут еще институты отдельные, там, что это уже касаться будет экономических дел. Но в данный момент вот эти вот два суда нас интересуют. Самые такие верховные и конституционные, потому что верховному будет подчиняться также. Не подчиняться даже, а Верховный может будет судить там районные суды по всему, значит, во всем государстве, государство распределено по секциям, по секторам, и вот эти по секторам, оно, значит, определенные суды будут, районные, в частности, Хошташол, Хойнохчимата. И вот Верховный, как там можно обжаловать какие-то решения суда, и Верховный для этого существует суд. А вот конституционный – это для того, чтобы везде все исполняли только по Конституции. Все базируется на Конституции. Конституция – это основа, это каркас, это на что нанизывается все, и власти, и права, и обязанности, и свободы, и независимость человека. Вопрос, касающийся вот демократии, что собой представляет демократия? Демократия, ну, то, что там латинское слово «демос», это народы, там, крат, это править, управлять, там, это понятно, да? Это народовластие. Но вот это вот народовластие, оно в сущности, вот настоящая демократия в государстве, это полностью вот функционирование всех, значит, возможностей реализовать власть народа. Это значит возможность свободного волеизъявления народа. Это путем голосования они выбирают себе власть. Избранники народа, вот депутаты, да, они выбираются. Если есть институт президентский, то он тоже существует прямое, вот значит, демократия прямая, и, значит, делегируется, да, там такие есть, когда делегируются права, вот, например, в Америке так существует непрямое, значит, правление, да? Вот не люди, не каждый человек в сущности своей, они выбирают своего избранника, и вот этот избранник потом уже имеет право представительская, да, представительская власть. Вот я как раз вот это слово хотел, да. И вот это вот представители, они уже решают. Ну, вот я в связи с тем, что у нас небольшое государство и по населению, и по территории, и сегодняшние технологии позволяют, вот, чтобы у нас непосредственно каждый гражданин свободно, по прямому мог участвовать не только в выборах, а вообще в политической жизни нашего государства. В любой момент, если какие-то... Во-первых, нужно, чтобы постоянно был канал у парламента, да, и вот это вот освещались все заседания парламента, отчеты представителей власти и представителей судебной власти, да, чтобы там
чтобы журналисты свободно... Кстати, вот когда говорят о разделении властей, упоминают всегда исполнительную власть, судебную власть и законодательную власть. В общем, мы уже сказали, что демократия – это такая форма, значит, государственного устройства, когда народ является источником и держателем власти в этом государстве. И в связи с этим вот это вот прямое именно не только голосование, а вот это вот участие в жизни политической, значит, населения, граждан этой страны, это вот в нашем государстве, в чеченском, да, было бы очень легко и просто воплотить в жизнь это, потому что, опять я повторяюсь, при сегодняшних технологиях, при нашем небольшом, в общем-то, по территории и по численности государстве, мы могли бы использовать все возможности для того, чтобы в любой момент население, то есть по-настоящему граждане страны являлись бы правителями и корректорами жизни в этом государстве, политической жизни в этом государстве. То есть каждый человек, Роман, каждый человек, сидя дома там с телефона или там с компьютера, заходил бы и решал бы по определенным законам, за он или против. Да? Он, например, в парламенте какой-то выносит нам закон на обсуждение, и каждый человек, ну, что-то вроде референдума, только прямого онлайн-референдума. Да? Каждый человек сам решал бы, хочет он этот закон или нет. Я правильно тебя понял? Да, абсолютно верно, но там есть такая деталь, он мог бы там коррективы вносить, предложения вносить. Не коррективы, а он может внести предложение. Конечно, вот это вот внесение предложений будет определенно по форме, потому что, ну, наверное, какую-то форму придадут, разработают, значит, наши ребята. И в связи с этим там не будет сложно вот это предложение наносить, и при серьезности, при объективности внесенного предложения оно непосредственно будет рассматриваться на парламенте. И если это вообще глобальное и серьезное предложение, и оно вообще будет вынесено на, значит, референдум, чтобы все граждане участвовали в этом, и было по-настоящему демократично, значит, решать этот вопрос. Ну, будем надеяться, что не придется вмешиваться нашим простым гражданам, потому что избранники народа будут справляться со своими обязанностями. Идеально выполнять свои обязанности, да? Будем, очень хотелось бы верить, не всегда так бывает, но что сделаешь? Будем верить. Верить будем, да. Да. Такой вопрос. Имело ли правительство право вносить в нашу Конституцию поправки без референдума? Поправки, которые были в годы там, 97 по 98 и, по-моему, раньше, в 96-м тоже были какие-то поправки. Имело ли правительство право вносить в нашу Конституцию эти поправки без референдума? Ну, в общем-то, об этих поправках несколько слов я скажу так поверхностно. В сущности, все эти поправки в основном касаются, значит, религии и вокруг этого все это, чтобы участие, значит, шариатского суда и, в общем, что религия ислам – это наша государственная религия и так далее. Вот, ну и шариатских судов, и в результате этого, значит, они даже функционировать какой-то период начали. Вот, вот мы сейчас основные просто коснемся основных статей. Значит, наша Конституция принята в 1992 году. И значит, в 1992 году разработана, я не
правильно сказал, да, так? И в 1992 году утверждена, точнее, и это было 12 марта. Все, с этого дня начинает функционировать такие основные статьи Конституции, на которую опирается все наше и правительство, и граждане, и это. Кстати, это законно избранная власть, законно избранные депутаты. Значит, мы сделали выбор, самоопределились в 1991 году, что это будет у нас суверенное государство, и выбрали президента, выбрали парламент и эту конституцию. И вот с марта 12 числа она функционировала, и до конца года нужно было уже внедрить и судебную, и все остальные власти. С 1 января 1993 года уже должны были функционировать суды по нашей Конституции. Там остаточное явление, переходный период, вы понимаете, это не простое дело. И вот я хотел сказать, что основная, вот по Конституции нашей республики, Чеченская республика Ичкерия является суверенным демократическим государством. Вот это само предложение, оно говорит суверенное правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа. Так? Теперь вторая статья. Я всю статью не зачитываю, я просто только основное, вот на чем базироваться должно решение, если ты какие-то конституционные статьи пытаешься поменять. Вторая статья нашей Конституции гласит, что источником власти народ Чеченской Республики является единственным источником власти. И он же является носителем этой власти, естественно. Остальное я даже и не читаю, что народ осуществляет там все это, власть там выбирает там, и имеет право быть избранным и так далее. Теперь никакая, вот 4 статье, я только одну фразу, никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной идеологии. Это конституционная статья, это нерушимо. И вот религиозные, это уже статья 4, но уже другая фраза. Религиозные объединения отделены от государства, самостоятельно управляют своими делами и действуют независимо от его органов. Четко и ясно распределено и определено. Секулярное государство, да? Сомнений или каких-то иллюзий о том, что какая-то религия или, значит, какая-то политическая группа может там влиять или решать, ничего такого нет. Есть Конституция, и на основе статей Конституции никто не может менять, значит, вот этот основной закон, что народ является источником власти, и что наше государство является демократическим, правовым государством. Теперь статья 5 гласит, что государство, все его органы и должностные лица связаны правом и конституционным строем. Понимаете? Вот все, вот президент, все ветви власти, все связаны Конституцией. И только на основе Конституции они могут решать, значит, исполнять свои обязанности. Обязанности, которые поручил им народ. В Чеченской Республике обеспечивается верховенство Конституции. Это тоже статья 5, я другую фразу.
и закона над всеми иными нормативными актами. Законы и иные правовые акты, противоречащие положениям Конституции, не имеют юридической силы. Никаких комментариев не нужно. Я перейду к их к этой шуре. Я суммирую. Сейчас о Шуре мы тоже отдельно поговорим. То есть смотри, эти изменения, которые были, ну, условно, в 97 году, например, да, чтобы их произвести, чтобы их принять, чтобы их записать в Конституцию, им надо было референдум сделать и весь народ спросить, это там стоит? Сама Конституция защищает наш народ. И наш народ, вот эту Конституцию так отлично сделали, что народ защищен. И Конституция сама защищена от всяких Вмешательств. там незаконных. Конечно, можно вносить коррективы, можно изменять статьи, но для этого существует механизм. В смысле, какой-то должен быть, значит, кворум в парламенте, должен быть, или, ну, смотря какие вопросы, да, какие статьи изменяются. А основополагающие статьи, они должны быть вынесены на референдум. Но я сейчас чисто вот статьи из Конституции прочитаю. Не имеют юридические силы подзаконные акты, умаляющие или ограничивающие законные права и свободы граждан. Тут никаких сложностей, да, для того, чтобы понять. Не имеют никакой силы юридической. Гражданины государства связаны взаимными правами и ответственностью. Органы государства и должностные лица обязаны обеспечивать и защищать права и свободы граждан, поощрять общественную правозащитную деятельность. Это вот должностное лицо стоит на страже гражданских прав и свобод. А тут что получилось в результате, вот, который вопрос задаешь? Они лишают права. Ну, я сейчас объясню, что они говорят. Все граждане, это 21 статью я сейчас прочитаю и все. Все граждане равны перед Чеченской Республикой Ичкерия, равны перед законом и судом и имеют равные права, ну, на защиту. Ну, там не буду я дальше, независимо от их должностных и так далее. Это понятно. Но в результате вот этого вот изменения все, абсолютно все статьи этой Конституции нарушаются. Вот смотрите, 43-я статья говорит нам, свобода совести гарантируется. Граждане Чеченской Республики имеют право исповедовать любую религию и не исповедовать или не исповедовать никакой. Использовать религиозные обряды и вести любую другую, не противоречащую закону религиозную деятельность. Или не вести никакой религиозной деятельности. Человек свободен в своем выборе. По нашей Конституции это написано черным по белому. И что же происходит? Значит, они называют это низамом. В смысле, но в самом этом документе, который они вот так это, чтобы слух не резало, они там низам, что они не изменили Конституцию, что мы не вмешивались типа, в Конституцию. Там низам был... Получается документ, то есть это другой да. документ. А здесь в этом документе, значит, написано, что Чеченская Республика Ичкерия, значит, это суверенное независимое государство, созданное в результате, нет, суверенное, независимое, исламское правовое государство. Как может быть это исламское государство и правовым? Тут несовместимость в одном предложении, понимаешь? Если
определенной религии, это уже там права уже какие-то ограничены. Да. Ты понимаешь, да, там? Я уже не буду говорить там о том, что другой религии, если не приняли граждане эту религию, что они обязаны по Корану и Сунне платить джизью, там, я не говорю про более жесткие статьи, просто вот Да. самые элементарные ограничения и разделение, значит, граждан на сорты. Это Рама, неприемлемо в нашем государстве, да? Это 2002 год ты сейчас говоришь. Это в военное время, когда Масхадов собрал всех, скажем так, сопротивляющихся в горах, и они под этим, скажем так, договором объединились. Это ладно, это я даже не хочу на нем останавливаться и зацикливаться, потому что после окончания военного времени как бы откладывается, оно даже то, что оно незаконно признано, это всем понятно. Это люди собрались в военное время в горах, и там какая-то кучка людей решила изменить полностью, скажем так, конституцию и структуру нашего государства, общего государства, всех чеченцев. Это другое. Я говорю сейчас про изменения, которые были, я сейчас точно не знаю, или в 97-м, или в 98-м, или же в обоих годах были изменения, которые были нашим парламентом приняты тоже, и введены были эти шариатские суды. Разве это не противоречило тоже Конституции 92 года, именно принятие вот этих шариатских судов и как бы... Да, я понял. Ну, я хотел бы вот по поводу этого сказать просто реплику по поводу. Вот этот вот Конституция, точнее, изменения в Конституцию, у них называется этот документ, значит, дополнение и поправки к действующей Конституции Чеченской Республики Ичкерия. Этот документ, который они потом назвали низамом, он у них называется Конституцией. Это не так, как они хотят преподнести. Тут конкретно вмешательство в Конституцию незаконное и абсолютно нарушающее ряд статей, которые я перечислил. Я для чего их перечислил? Вот 6 вот этих основных статей, потому что они четко нарушают это, противоречат интересам, значит, народа, который является источником. Они лишают прав и свободы этих граждан, они лишают права выбирать и быть избранными, они лишают права свободы голоса, понимаешь? Это и лишают равноправия. Лишают равноправия. Граждане Чеченской Республики перестают быть равноправными. И они, значит, дополнение и поправки к Конституции Чеченской, это называется, этот документ их не так. Поэтому они не имели права во время военного времени, никто не имеет права в Конституцию, значит, вмешиваться и вносить там поправки. Это военное время, если объявлено, то Конституция, значит, оставляется в стороне, и до окончания военного времени никто не имеет права туда вносить поправки. Что касается, значит, тех поправок, о которых ты говорил, значит, после гибели Джохара в 1996 году, в конце года, 11 ноября 1996 года, значит, по инициативе Зелимхана Ендербиева, который там после смерти, значит, вице-президентом он был, и автоматически он исполнял обязанности президента вот на время перед выборами. Значит, и вот за это время он успел сделать две вещи. 11 ноября 1996 года, в конце года, он, значит, предложение внес и добился того, что вот его соратники вместе там под вот этой вот, значит, ситуацией эйфории, вот этой победы нашей, да, там такая ситуация у нас была. Вот в этот момент вот
вот у нас религиозное и так далее, мы все мусульмане, мы ночью все мусульмане. В сущности, это правда, большинство, ну, больше даже 90%, наверное, все-таки чеченцев мусульмане. И в тот момент вообще о существовании других, во всяком случае официально, никто, в смысле представителей других религий или атеистов, там, существовать такого не было. Никто не декларировал, во всяком случае. Наверное, были какие-то разные же люди. И, может быть, даже меньше 90%. Но по большому счету такая видимость была, что всех, особенно что у нас, свадьбы, да и похороны, и все эти обряды, мы, значит, решаем по религии, по исламу. Там обязательно там, мулла присутствует, суры из Корана читает. Все это нормально. Для нас это ничего удивительного. Но шариата у нас не было. Во все времена, вот говорят, что был у нас всегда шариат, у нас был, значит, по нашим адатам и по нашим обычаям, по чеченским обычаям, решали все вопросы судебные, потому что мы не признавали, значит, российские, атеистические. При советской власти, при российской власти, Абсолютно верно. это внешняя власть была, да. Мы их не признавали. Абсолютно верно. Мы были, значит, мягко скажем, второсортными. И в связи с этим у нас из духа противоречия, протеста мы не признавали эти законы. Конечно, у нас были свои обычаи, традиции, которые мы старались выполнять. Конечно, мы пытались вписываться в жизнь, в эту социалистическую, коммунистическую. Конечно, как-то жить-то должен человек, потому что всем постоянно быть в ГУЛАГе, там, под расстрельными статьями врагов народа В полных кругах не получается, да, всем. Да, да, и в связи с этим, конечно, были, но все равно внутри в чеченском обществе все решалось по нашим обычаям и традициям. Придавалось этому, значит, такой колорит, значит, шариат называлось это. Почему? Потому что мы, в общем-то, все мусульмане, и это мулла присутствует там, он прочитает пару аятов, а в сущности решается-то далеко не по... У нас не по тому шариату, который да, не а по арабский нашему. шариат, у нас Да. свой шариат. Да. Это совершенно не, это наши обычаи, это не шариат. Шариат это имеет свое значение, смысл, значение имеет слово. Это не наше слово, это арабское слово и арабские обычаи, традиции, все это по религии. Там. А у нас по значит, по нашим обычаям решалось. У нас никогда никого не убивали, не забивали камнями, не отрубали руки, не отрубали головы. По шариату нужно, значит, там есть такие статьи, в общем, мягко говоря. Нас это не касалось никогда. Максимум, что делали, это выселяли, значит, семью, а вот это вот вендетта, да, так называемая, чирюхвая, да. Это тоже и прощение было, если не виновен, ну, там, случайное, или виновен тот, кого убили. Одним словом, это были чеченские суды. Это совершенно не были такие шариат, это не арабские суды. Там здравый смысл чеченский именно присутствовал, а не религиозный. Рама, я быстро суммирую это, чтобы понятно тоже было, скажем, более молодому зрителю. Короче, это суды, вот эти, которые мы называли шариатом между собой, которых мы придерживались, это были как бы наши правила, наши суды,
под советской властью, потому что мы советский закон не признавали, мы все равно по-своему решали свои вещи. И этот шариат, эти суды, вот эти разбирательства, они были до того момента нам нужны, пока мы свое государство не построили, свою конституцию не написали. С того момента, как мы написали свою конституцию, свое государство построили, все, они нам, эти суды все не нужны. У нас уже есть центральная государственная конституция и свои законы уже, по которым уже мы все обязаны, как чеченцы, которым мы все обязаны прислушиваться, и которым мы должны, как сказать, следовать, чтобы у нас общий порядок и какое-то общее государство было, потому что это уже наши законы. Тогда там было, скажем так, по-жаргонному, это несерьезно советские законы принимать, потому что они нам навязаны. А тут это же наши законы. Абсолютно верно. Все ты правильно сказал. И вот в связи с этим, вот мы опять возвращаемся. Основные статьи, вот первая статья нашего государства говорит: Чеченская республика, суверенная Чеченская республика Ичкерия, суверенное, демократическое, правовое государство. Это значит созданное в результате самоопределения чеченского народа. Что же происходит, значит, 11 ноября 1996 года? Это основополагающая статья Конституции, понятно, да? И первая, и вторая, и там другие статьи есть основополагающие, потому что лишать права и свобод граждан, это смысла вообще Конституция отпадает, понимаешь? И вот здесь что происходит? Такая легкая поправочка. В Конституцию вносится, для того, чтобы изменить эту статью, необходимо провести референдум. Это понятно, да? Это же заложено в Конституции у нас, что такие поправки только через референдум. Куда она делась? Сейчас, одну секунду. Вот что меня очень интересует, Да. вот этот парламентский кворум, вот мог ли парламент решить за весь народ, что вот это... Не имеет юридической силы подзаконные акты, умаляющие или ограничивающие законные права и свободы граждан. Статья 16 к нашей Конституции гласит: наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование референдум. Полностью статья коротко и ясно гласит, что основополагающие статьи, вот это первая статья, это наше государство. Наше государство назвали исламским. Да? Вот Зелимхан Эндербиев 11 ноября внес это предложение, там всего один, по-моему, только кто-то... Против кто-то высказался, да? Да, по-моему, это был, кстати, председатель нашей партии. Да? Это и не было этой партии. По-моему, я сейчас не могу утверждать, по-моему, именно его единственный... Хусейн Исханов это был, да? Хусейн Исханов, да. В связи с... Это значит, ну, я еще раз повторяю, в связи с тем, что это так незаметно прошло, хотя статья нарушена, все, это не действительно статья. Я еще раз повторяю, что не имеют юридической силы подзаконные акты, которые ущемляют права и свободы, понимаешь? А если это исламское государство, это уже, значит, там существует не исламского, значит, люди религии другой, там какие-нибудь атеисты или буддисты и так далее, христиане, сущности они по шариату, по конституционной, по ихней, да, вот этой конституции, если узаконить это, то они должны будут... Одним словом, статья это само вот, внесение этой статьи даже при законно избранном парламенте
это незаконное решение, понимаешь? Это незаконное, потому что должен быть референдум по этому вопросу. Все. Вторая статья, значит, изменена уже чуть позже, опять туда же, во вторую статью уже внесено изменение. Нет, там не во вторую, о шариатском суде они вносят, значит, изменения, да? Это происходит 2 марта, буквально перед выборами президента, буквально несколько дней, президента и парламента нового, Яндарбиев успевает, значит, вот это вот внести это предложение. И 2 марта, значит, парламент утверждает, что шариатский суд, суды все перестраиваются, шариатские суды, и они даже функционировать начали, там на каком-то этапе есть это. Это незаконно. В связи с тем, что основополагающие статьи нашей Конституции должны выноситься на референдум, и определяться с будущим этих статей должен народ. Если есть предложение изменить эти статьи, независимо от того, председатель Конституционного суда, президент, председатель парламента или любой гражданин Чеченской Республики вносит это предложение, независимо от этого, если это касается основополагающих статей нашей Конституции, то они должны выноситься на референдум. И в этой части, в этот момент человек, который нарушает Конституцию, он является таким же гражданином Чеченской Республики, будь то суда, и он должен нести ответственность за свой поступок. В этой части закон нарушен, и это не подлежит это решению. Мы не обязаны подчиняться этим, не имеют юридической силы акты, умаляющие, значит, или ограничивающие права и свободы наших граждан. И вот это уже другая статья Конституции. А эта статья, которую они изменили, если они шариатские суды вносят, значит, это тоже определенно, значит, демократические суды, вот то, что у нас есть, они, значит, уходят. Они говорят, что эти шариатские суды вроде бы самые справедливые, потому что они божественные. Но они это по определенной религии, а мы же уже говорили, что религиозные объединения отделены от государства. Мы в прошлом интервью тоже оспаривали это утверждение, что они божественные. Мы с Тойзаном говорили об этом, что утверждение, что это законы божественные, оно очень не обосновано. То есть это тоже выводы сделаны. Нет, ну это мы будем говорить о теологических там спорах, там вообще о религии. Мы уже не туда, не то, что там религия, вера – это такое понятие, это твое личное дело. Ты веришь или не веришь? Это же недоказанная какая-то формула, да, допустим, там математическая или физический какой-то закон, или какой-то химический, значит, процесс, да? Это ничего такого не доказано. Это вот ты берешь на веру или не берешь. Вот человеку свойственно и удобно верить во что-то. Ну, это нормально. К сожалению, не для всех так естественно и логично это, Рама, как ты говоришь, поэтому и мои, и их проблем. Ну, в данном случае, вот он принял, вот шариатские суды были приняты, введены. Это после этого начались вот эти побивания палками. Да, но в результате вот этих вот самых справедливых судов в мире начали задевать, значит, честь, совесть и самолюбие, значит, чеченское, что береглось во все века. И даже в XIX веке при войнах, при Шамиле,
значит, пытался он ввести шариат, но у нас нет полного шариата, у нас никогда не было. У нас были чеченские законы, которые мы называли, как мы уже упоминали, шариатом, но это были чеченские законы. И придавался такой немного религиозный вид, участвовал мулла там, и там обязательно там читались суры какие-нибудь или аяты, вот там на арабском, чтобы придать этому такой колорит религиозный. А вообще-то, по сути, решались вопросы по нашим обычаям. Я недавно буквально слышал отрезок из чата, скажем так, людей, стремящихся к такому сильно религиозному исламскому государству у нас, там, к шариату, и у них в чате прозвучала такая мысль, что вот парламент и народ, выбирающий себе сам правительство и сменяющий его, когда он хочет, что это тагут, запрещено. Должна быть шура, и шура должна выбирать новых участников шуры, а также, там, не знаю, главу государства и все такое. То есть все решает шура, получается. То есть можешь немного, не знаю, дать свой комментарий к этому утверждению, потому что это действительно то, к чему эти люди призывают, какую-то часть чеченцев, и в чем многие не видят подвоха и проблему, потому что они боятся быть заклейменены там, противниками религии или безбожниками и все такое. То есть рано или поздно надо кому-то встать и четко объяснять и говорить, что это как только человек там начинает упаковывать в пакет религии что-то, наши боятся это, знаешь, как против этого что-то говорить. Вот эта мысль про шуру, то, что шура будет сама там, себя избирать и новых к себе добавлять, это будут как бы лучшие из нас. То есть, а как выяснить этого лучшего из нас? Вот часто я слышу у них такие комментарии, как это будут лучшие, мы сами выдвинем их, мы их вперед толкнем, они сами как бы кристаллизируются из нашего общего общества, короче. Твой комментарий, Рама. Коротко, если взять, что начнем с того, что это незаконно по нашей Конституции. Да? Мы уже говорили о том, что статьи есть такие религиозные объединения, они незаконны. Да? Там статьи есть у нас о том, что наше государство само называется, значит, суверенное, демократическое, правовое государство. Это значит не религия, не что там, не какая-то группа людей не определяет жизнь, значит, нашего государства. И вторая статья гласит, источником власти является народ. Значит, да, Конституции, вот это, вот они называют это низамом, а фактически этот документ называется «Дополнение и поправки к Конституции Чеченской Республики Ичкерия». И как эта Конституция может быть, если это, значит, касается... Конституция сама по себе в исламском государстве не может быть, по большому счету. Они сами говорят, что это тагут. Конституция – это тагут, понимаешь? Yeah. И суды, значит, светские суды, все это тагут. Они говорят, что шариатский суд должен быть. Но это противозаконно, мы уже говорили, да, что это незаконные вот эти вот изменения, что они основополагающие статьи нашей Конституции меняют без референдума. Это какая-то определенная группа людей захватывает, значит, власть, а это незаконно. И говорят, что во власть вот, захватывают, вот, что они захватят власть. По-другому же не может быть, потому что по закону, ты понимаешь, да, что по закону они не имеют права прийти к власти, они должны референдум провести и так далее. И вот эти все ступени перехода власти должны пройти.
Они этого не хотят проходить. Они говорят, что вот существует уже шура там во время войны в 2002 году определилась. И вот на основании этого документа якобы, а он называется, еще раз повторяю, поправки к действующей Конституции. В смысле, сами себе противоречат. Но мало того, они говорят, что захватят власть, понимаешь? Они по-другому же не могут прийти к власти. Абсолютно нет никакого механизма. У них И вот выборы, вот, где весь народ выбирает, запрещены. Это тагут. Вот это самое абсолютно смешное. верно. И Да. они говорят о том, что они захватят. Почему захватят? Потому что они именно являются воинами, и воинами на джихад. Где у них джихад этот происходит? В Украине формирования есть воинские. Да, А наши. кто извне еще дал им этот орден? Вот вы именно те правильные воины джихада. А кто-то спускался, Нет, давал они им. сами определяют, раз они Вот, я хотят могу тоже захватить сам власть. что-то определить. Ты тоже Абсолютно можешь что-то верно. сам Но определить. это не что они определили себя великими воинами. Пускай там они великие воины и думают так, и назначили себя, и самые справедливые они в своем понимании. Но они претендуют захватить власть в государстве. Они хотят править чеченцами всеми, насильно захватив власть не конституционно, не по закону, а вот по их каким-то законам, где-то как существующим. И вот они считают, вот это по шариату они говорят. Это шариат, а мы не такой шариат не принимаем. У нас чеченский шариат, это основанный на нашей... Вот это, ну, шариатом называть его тоже уже ясно, что это не шариат. Вот они говорят, что вот их статья гласит, да, предпочтение в распределении должностей оказывать достойнейшим, компетентным, знающим свое дело специалистам. Вроде в одной статье они говорят, да? И тут же следующая фраза. На все ответственные посты государства и члены Маджлисуль Шура назначаются с согласия Маджлисуль Шуры после выяснения соответственно назначаемых норм шариата и компетенции. Компетенция и шариат норма – это не совместимо опять. Там какое соответствие ты должен по Корану и Сунне, если ты там живешь. А как Коран и Сунна, причем тут управление государством, причем там тяжелая промышленность, легкая промышленность, сельского хозяйства, здравоохранение, там, образование, понимаешь, да, там, экономика, финансы и так далее. Где это? Нефтедобыча, там, и разработка, и значит, переработка. Что касается Маджлисуль Шура, вот смотри, Маджлисуль Шура образуется из алимов и амиров, это значит командиров вот этих воинских, принимающих активное участие в джихаде. Если ты не участник джихада, то, значит, если ты против неверных не воюешь, а как это, вот они воюют, значит, в Украине. По понятиям религиозным, значит, неверные и левые, и правые. А они против, как это получается? Где там религиозная война? Там никакой религиозной войны нету. Там два государства воюют за территорию. Ну, из-за населения вместе с этим. А там нету религиозной составляющей. А они четко и ясно пишут, Маджлисуль Шура образуется из амиров и алимов, принимающих участие в джихаде. У них джихад. Понимаешь? Это сплошное противоречие даже не только нашей Конституции и желанию наших граждан иметь свободу и права, да, чтобы определять, чтобы свободу высказывать свои мысли, значит, свобода слова, свобода волеизъявления, значит, выбирать и быть избранными.
все граждане Чеченской Республики из-за этого, вот за эту конституцию, значит, голосовали в свое время, и никто от нее не отказывался, кроме вот определенной кучки людей, ну кучка их не назовем, пускай даже партия какая-то, группа там, определенная, пускай она многочисленная, даже если их несколько тысяч человек. Определенная часть народа. Я не думаю, что это даже значительная часть народа. Это определенный. И они говорят, что здесь написано, что все решения, принятые Маджлис Шура, обязательны для исполнения всем без права игнорирования. Всем гражданам, все должны принимать решения. Понимаешь это? Меня удивляет такая фраза, что в современном мире в 21 веке может такое сказать: всякая несправедливая политика противоречит шариату, а справедливая политика – часть шариата. Основываясь на этом, не дозволяется членам Маджлисуль Шуры, властного органа, вести политику, противоречащую шариату. А сам шариат, вот насколько я из опыта своей жизни могу сказать, он, значит, трактуется, ну, мы видим, да, что шариат там, допустим, в ИГИЛе был свой шариат, В Афганистане свой, Саудовская свой. Да, Саудовская вообще позволяет. вообще противоречит. Им вообще позволяет базы ставить у себя с этими самолетами. Да, тагутские базы, там, Да, да. тагутская жизнь. Они дошли до того, что в этом году, я не знаю, может быть и раньше, но в этом году они справляли Хэллоуин. В общем, как ты говоришь, разные, это тоже понятия, Да, трактовки. абсолютно понятия разные, и при этом тут такое заявление. И зная это, они же знают, мы знаем, которые не стремимся к этому, значит, шариату государственному, а они, которые стремятся, они же тоже прекрасно знают, что, значит, в Ираке, в Иране абсолютно разные, вот, два граничащих государства, разные там шариаты, понимаешь? В этом Иране и в Саудовской Аравии абсолютно разные, в Афганистане разные. И там же есть эти шариаты. Не было бы, ладно, там. Есть шариат, но абсолютно разные у них. Понимаешь? И они говорят, что всякая несправедливая политика противоречит шариату. А кто справедливую или несправедливую назначает? Ты представляешь себе? Эти 20 человек. Ну, 20 человек – это максимум их шура. Они могут это свести до минимума. Да? Фактически какая-то определенная группа людей решает, как всем чеченцам жить. И они решают, прав или не прав, справедлив, несправедлив. Вообще тут можно хоть, ну, абсолютно, значит… Это знаешь, что мне напоминает? Да. Один другого спрашивает, как через лабиринт пройти, и тот ему говорит, ну, огромный лабиринт с разными возможностями, там, ходами, можно застрять, и тот ему говорит, всегда иди правильно. Ну да, вот именно. Да. Вот, Правильно, вот, просто иди, и ты выйдешь, да, пройдешь его. Да. проблем нет. Да, да. Вот они тоже, именно вот так они говорят. Вот эта вот статья так и говорит. Вот два условия защиты ислама и мусульман от кафиров и мунафиков. Подготовка и джихад на пути Аллаха. Вот представь себе, они нашу нацию куда кидают? От всего мирового сообщества изолируют нас и говорят, что мы воюем против всех. Потому что тагут же, весь мир тагут. Да, да. Понимаешь? Это кошмар какой-то. Это удивительно, такие вещи. И при этом, вот что очень интересно, абсолютно никакого инакомыслия быть не может. Потому что запрещается создание партий, движений, фракций внутри Маджлиса в целях соблюдения его чистоты.
единства и принесения максимальной пользы исламу и всем мусульманам. Как тебе нравится? Никаких партий, Без ничего. слов Вот просто. внутри нашей вот этой вот чеченской нашей нации мы будем абсолютно изолированы. Ну, если это, я думаю, это вообще... Напоминает мне Компартию, как примерно, как вот они... Абсолютно. Но дело в том, что там-то была большая страна, а тут представьте, во что мы превратимся. Ну, сегодня же есть пример Афганистана. Они, в сущности, пытались немного... Такой аргумент бывает в таких случаях, там не настоящий. У нас они сделают настоящий, понимаешь, Роман? Вот весь Саудовская Аравия, где Мекка и Медина находятся, где на их языке написан Коран, все труды, все ведущие ученые, все тафсиры, которые делают, они из Саудовской Аравии, ну, в основном, да, они не в состоянии создать тот настоящий шариат у себя в государстве, про который там люди создали такой амплуа, что это самое честное, да, они не смогли сделать такие выводы правильно из Корана и хадисов и создать его, а мы сможем. Нет, самое интересное, что все планы государственные, экономические, там, политические, решает только Маджлисуль Сура. Вот эти вот 20 человек, по максимуму 20 человек, и так-то их может быть и меньше. И вот военные, социальные, информационные, а также утверждает и контролирует их исполнение. Вот это вот Маджлис Шура полностью все контролирует. И вот члены правительства избираются из числа муджахедов и достойных мусульман. Там же было, вроде они специалистов там упоминали, да? А тут четко опровергается там вначале то, что они говорили. Ну, там по ходу пьесы разошлись, и уже члены правительства избираются из числа муджахедов только, ну, из воинов и достойных мусульман. Все, никакая Кто там не воевал, у него еще... профессиональный уровень, не воевал, то все это Тот, кто никакая... не воевал, у него еще есть шанс, они шанс оставляют там. Ты просто надо быть достойным Нет, мусульманином. это так. Там окошко оставили. Добавили так, и Да, да. достойных мусульман. А так муджахиды заправляют. В общем, власть захватят мусульмане, ну, воины джихада, и тогда можно будет жить дальше. В общем, я хотел сказать, что тяжелое у нас положение. Я имею в виду не то, что положение, вот, есть влияние вот этих вот этого воинствующего невежества, а там некоторые и образованные люди, говорят, есть среди них. Ну, во всяком случае, мы знаем, что есть образованные люди, как они вписываются в это, как они это понимают, как можно, вот на каком основании они стремятся. Такое ощущение, они говорят на публику о демократии, о ценностях демократии, о том, что они хотят влиться в мировое сообщество полноправными членами, ну, как и мы рассуждают, да, так, на публику. А их документы говорят совершенно другое. Но иногда, конечно, у них проскальзывает это в определенных выступлениях. И когда они в определенных кругах, но это все в интернете же видно. И раз мы видим, и другие люди видят, это не ориентируются они, что ли, что это получается, что они, ну, двуликие, мягко скажем. Роман, Да. я задам следующий вопрос. И у меня такой вопрос, примерно под концовку нашего интервью, наверное. Вот ты прожил жизнь, и ты, вот, оглядываясь назад, ты можешь примерно, наверное, представить, где, наверное, тебя обманули,
где, наверное, тебя как бы не на правильный путь поставили там, где, наверное, ты сам ошибся. Вот смотря на этот свой жизненный опыт, ты можешь что-нибудь вот новому, скажем, не новому, а молодому поколению, да, которым надо будет уже все этот, весь этот балаган, Пройти этот путь. да, и этот, все это надо будет вместе как-то собрать и все-таки построить для себя свое государство. Вот для них какой совет, что ты дашь, что ты скажешь? Ну, в процессе жизнедеятельности любой человек сталкивается с различными проблемами, там, конечно, иногда бывает обманут, иногда совершает глупости по своей инициативе. Я по большей части совершал глупости по своей инициативе. Попадал, конечно, под какое-то влияние, ложь, там, какая-то интрига. Ну, по большому счету, можно было бы с тем багажом знаний, я с детства читал, что-то там наблюдал, анализировал, высказывал мнения, которые, в общем-то, были до того, как совершал ошибку, я говорил об этих ошибках, я обсуждал, что такое нельзя и так далее. В этом мире удивительная штука жизнь. Но вот совершал. А что касается вот непосредственно про молодежь и про вот в молодости, вот все, я возьму так, как национальную нашу черту, наши чеченцы, вот в молодости, когда мы были студентами, там, в армии, мы отрывались, так скажем, от своей привычной среды, от семьи, от родственников. И, значит, вливались в это, по большому счету, семья, ну, семья громко сказано, но все-таки это называлось многонациональная семья Советского Союза. В этот период, значит, вливаясь в это общество, уже оторванный от своих таких там, близких и родственников, товарищей и так далее, ты превращался просто вот в представителя своей нации. Я, во всяком случае, про чеченцев говорю, я не знаю, там, как у других, там, какая психология, мораль. И вот где там что-нибудь, какая-нибудь проблема, или что-то просто услышишь, что у чеченцев какая-то проблема, абсолютно безрассудно кидались на помощь, и там не думали ни о жизни, ни о смерти, и готовы были на любые жертвы. Абсолютно, вот в молодости. Во всяком... И главное, это были не один, не 10, а вся нация, все молодежь, вся чеченская молодежь была такая. Друг друга, девушки наши, как сестры для нас были, где бы ты ни встретил, где бы ты ни, что бы там ни происходило, абсолютно ты был для них рыцарем, другом, братом. И это абсолютно даже какому-то ты не осмысливал даже это, не оценивал абсолютно. Ты просто делал все, что ты можешь, и все. И это было как естественно было. Абсолютно естественно. Даже мы пользовались по большому счету, вот анализировали, жили и информацию получали от родителей, родственников, выросли в какой-то атмосфере и поэтому были такими. Я не говорю, что мы были лучше, хуже, не в этом смысле. Я говорю, что вот это присутствие чеченскости было. Но в чем? Сплоченность. Да, и вот это хорошо, это ничего плохого в этом нету, это не национализм, не это культура, это нормально, ты свое бережешь, это не значит, что ты унижаешь другие нации, но представителя своей нации не даешь в обиду. Справедливо, когда там оцениваешь все это. Мы привыкли, что нас притесняли во время Советского Союза, во время царства российского.
И вот это вот, мы-то не жили при царстве, и многое там не захватили, но вот этот шлейф, вот эта информация и вот эта атмосфера, и нас застало тоже вот эти притеснения, несправедливости, при конфликтах, при каких-то таких ситуациях. Сперва забирали чеченца в каталажку, а потом разбирались, кто виноват, кто не виноват. Понимаешь? Чеченец, если есть, то его в каталажку, а потом уже определяется, кто там виноват. Ну, молодежи можно посоветовать, конечно, многое, но вот конкретно, если говорить о наших представителях, нам нужно непосредственно восстанавливать и государство, и вся надежда на то, что наши молодые люди не попадут под влияние, как говорит этот Шура, нехороших и попадут только под хорошее влияние. Одним словом, вот такой мой совет. Пользуйтесь своим умом, старайтесь думать перед тем, чтобы что-то сказать. И старайтесь думать тем более перед тем, чтобы что-то делать. Роман, он берет сколько за время, за все, что ты делаешь. Всем Амин, амин. Всем зрителям благодарность за то, что смотрели нас. Поддерживайте демократов, будьте демократами по традиции. Вступайте в демократическую партию и защищайте свои права. Адикюль. Я желаю всем благополучной жизни, и демократам, и недемократам, но хотелось бы, чтобы чеченское государство восстановилось на демократических основах нашей прекрасной конституции, которые дальновидные наши политики, значит, сделали такой, что она защищает и себя, и наш народ. Будем, значит, опираться на эту конституцию и восстановим наше государство. Вступайте в ряды демократической партии, чеченской демократической партии. Да, Диккенс говорил. Амин. Адикюль, Масер. Маш Айлен. Адикюль. Маш Айлен.